Клочковская сельская библиотека представляет видео «Султан Бейбарыс». Бейбарс родился в Дешт и Кипчак, Половецкая степь на северных берегах Черного моря. Около 1242 года монголы напали на кипчаков, и Бейбарс был одним из тех, кто был захвачен и продан в рабство. В конце концов он был выкуплен султаном Ас-Халифом II, правителем Египта и Сирии из династии Аюбидов. Бейбарса отправили для военной подготовки на один из островов Нила. Как и всех других вновь приобретенных рабов султана, он проявил исключительно военное мастерство во время обучения. После его окончания был назначен командиром отряда личных телохранителей султана. В 1249 году начался седьмой крестовый поход, во главе которого стал французский король Людвиг. Войско крестоносцев высадилось в Египте и практически без боя захватило портовый город Дамиету. Однако их дальнейшее продвижение на Каир было остановлено, и вскоре они были окончательно разгромлены в битве при Эль-Мансуре в феврале 1250 года. Одним из командиров войск аюбидов во время сражения был Бейбарс. Это была его первая крупная победа в качестве военачальника. Ас-Салих II был последним сильным султаном династии Аюбидов, который эффективно управлял как Египтом, так и Сирией. Его преемник Аль-Муазам Туран-Шах правил в течение короткого периода и был убит мамлюками, которые пришли к власти. Первым султаном мамлюков был Айбек, который вскоре начал устранять своих конкурентов. Бейбарс, опасаясь за свою жизнь, бежал в Сирию, где пробыл несколько лет. В 1260 году он был приглашен в Египет третьим султаном мамлюка Кутузом. В то же время монголы предприняли попытку вторгнуться в Египет. Конфликт между этими двумя силами завершился битвой при Айн-Джалуте, которая произошла в израильской долине Палестины. Во время этого сражения Бейбарс был командиром авангарда армии мамлюков и проявил себя на поле боя. Монголы были разгромлены, однако султан Кутуз недолго наслаждался победой. На обратном пути в Египет он был убит группой заговорщиков во главе с Бейбарсом. После смерти Кутуза Бейбарс стал следующим султаном мамлюков. Одной из его целей как правителя было продолжение священной войны против крестоносцев, оставшейся в Сирии. С 1265 по 1271 год мамлюки захватили оставшиеся опорные пункты крестоносцев, в том числе Арсуф, Яфу и Антиохию. Несмотря на то, что крестоносцы сохранили незначительное присутствие в Ливане, кампании Бейбарса ознаменовали конец государства крестоносцев как основного игрока в политике региона. Бейбарс также проводил военные кампании против монголов, армян, христиан, макунианцев в Нубии, а также оставшихся членов секты ассасинов. Хотя Бейбарс проявил себя как блестящий полководец, он также был способным дипломатом. Например, султану удалось сохранить хорошие отношения с Византией. Кроме того, торговые соглашения между Египтом и иностранными государствами, такими как Арагон, Леон и Кастилия, были подписаны во время правления Бейбарса. Бейбарс также не забывал о внутренних делах своего государства. Среди заметных достижений на этом поприще было учреждение быстрой почтовой службы между Каиром и Дамаском и назначение главных судей, представляющих 4 основные школы исламского права. Кроме того, были построены жизненно важные инфраструктуры, такие как каналы и улучшенные порты. В 1277 году могущественный правитель мамлюков умер в Дамаске. Согласно некоторым источникам, смерть Бейбарса была серьезной ошибкой. Он выпил чашу с ядом, предназначенную для кого-то другого. Его последнее пристанище можно найти под куполом библиотеки Аль-Захирия в Дамаске, которую он основал. Бейбарс был могущественным правителем, которого больше всего помнят за его военные победы над крестоносцами и монголами. Его часто считают самым известным из султанов-мамлюков, которые правили Египтом и Сирией в период Средневековья.